Ровно год назад, 24 февраля, около 5 утра, по киевскому времени российские войска вторглись на независимую и суверенную территорию Украины. Эти 12 месяцев для каждого украинца были вечностью, а страх и слезы преследовали даже в самые солнечные дни. Но, несмотря на пессимистические прогнозы союзников, гордый и отважный народ Украины сплотился в единый кулак и уверенно движется к победе, которая обязательно уже скоро придет в наши дома. Ноябрь 2021. Подготовка к вторжению. В ноябре 2021 года весь мир наблюдает скопление российской техники у границ Украины. Затем признание президентом России независимости так называемых ДНР и ЛНР становятся предвестниками войны. Страны-партнеры, в частности США, поддерживают Украину и передают данные о возможном вторжении. При этом немногие верят в силы украинцев. Все склоняются к победе Второй армии мира. Февраль 2022. Вторжение. 24 февраля каждый украинец запомнит на всю жизнь. Россия около 5 утра наносит ракетные удары по десяткам городов Украины. А в Луганскую область заходит колонна вражеской техники. В стране объявляют военное положение. Захватчик двигается и захватывает территории севера, юга и востока. Конотоп, Новая Каховка, Припять стали одними из первых. На Донбассе враг атакует Волноваху, Мариуполь и Счастье. В феврале враг захватывает остров Змеиный, легендарная фраза защитников которого стала одним из лозунгов этой войны: «Русский военный корабль едино, но вы поняли». Также россияне уничтожают МРИУ, крупнейший транспортный самолет в мире, базирующийся на аэродроме в Гостомеле. Украинские каналы объединяются в единые новости, чтобы избежать паники и дезинформации граждан. Вооруженные силы Украины сопротивляются, уничтожают оккупантов и диверсантов. Идут бои за Киевскую область и Николаев. Март 2022. Захват ЗАЭС и зверство в Буче. Проходит всего несколько дней с начала вторжения, и наступает весна. Но она приносит все худшие известия. Крупнейшая атомная электростанция Европы, Запорожская АЭС в Энергодаре, вопреки мужественным протестам гражданского населения, захвачена военными России. Херсонская область оккупирована, Мариуполь оказывается в блокаде, позже Россия сбрасывает авиабомбу прямо на Мариупольский драмтеатр, где прятались гражданские. Украинские войска освобождают Ирпень и Бучу, пробывшие под оккупацией около месяца. И за это время там произошли одни из самых страшных массовых убийств гражданского населения, поражающие мир своей жестокостью. Апрель 2022. Азовсталь в котле и уничтожение крейсера «Москва». В апреле защитников Мариуполя окружают на заводе «Азовсталь». Враг же продолжает террор мирного населения и наносит ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска, где погиб 61 человек. Но мир с Украиной, туда приезжают президент Польши Анджей Дуда, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие представители из-за рубежа. Среди них и премьер Великобритании Борис Джонсон, так полюбившийся украинскому народу. Куму Путина, Медведчуку, не удается бежать за границу. Его ловят, а через некоторое время меняют на пленных украинских героев Азовстали. Изрядно подняло дух украинцев уничтожение крейсера «Москва», который баражировал близ острова Змеиные. Это был не только удар по судну, но и амбициям диктатора РФ. Май 2022. Ленд-лиз и взятие в плен героев Азовстали. В мае президент США Джо Байден подписывает впервые со времен Второй мировой войны закон о Ленд-лизе, что означает обеспечение Украины боеприпасами, техникой и продовольствием. Победа на Евровидении в Турине достается Украине. Со сцены Калуш-оркестра обращает внимание всего мира на защитников Мариуполя, почти 2 месяца находящихся на Азовстале. 20 мая становится известно, что защитники Азовстали по приказу военного руководства сдаются в плен для сохранения жизни. Июнь 2022. Кандидатство в ЕС и частичное возвращение защитников Азовстали. Еще одна ступенька навстречу к Западу пройдена в июне. Ей одобряют предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Позже, 29 числа, проходит наибольший обмен пленными, в рамках которого возвращают 144 человека, в том числе 95 защитников из Азовстали, включая офицерский состав. Возможно, украинцы и не хотели бы создавать столько мемов, но Россия постоянно дает повод. Так, убегая с острова Змеиные, оккупанты назвали это жестом доброй воли. Но только забыли вспомнить, что ВСУ в течение долгого периода накрывали их позиции плотным огнем. Июль 2022. Зерновая сделка и трагедия в Еленовке. В июле наконец-то удается подписать соглашение по экспорту зерна из Украины во избежание искусственного мирового голода, который постепенно создавала Россия, блокируя порты Украины. Также в этом месяце на вооружение ВСУ начинает поступать наступательное западное оружие. Например, благодаря «Химарс» украинская армия уничтожает, по состоянию на 25 июля, 50 складов с боеприпасами врага, тем самым снижая интенсивность обстрелов украинской территории. Некоторые эксперты считают, что именно с поставки этого оружия начинается переломный момент в войне. Однако в конце месяца всех ошеломляет ужасная новость: Россия коварно обстреляла колонию в Еленовке, где удерживала пленных из Азовстали.
Погибли 53 украинских военных. Август 2022. Россияне выдыхаются, и происходят первые хлопки в Крыму. Жаркий август стал первым месяцем войны, когда россиянам не удалось захватить ни одного большого населенного пункта или города. Бои проходят на востоке, а также между Херсоном и Николаевом. Тем временем некоторые жители РФ заявляют о нежелании ехать с Крымского полуострова, ведь там так классно и так привыкли. Но пришлось, ведь военные объекты россиян на незаконно захваченном полуострове почему-то стали выглядеть как хлопок. В августе прошел и космический шопинг, когда, собирая на Байрактары, украинцы приобрели целый спутник. Сентябрь 2022. Освобождение Харьковской области и мобилизация в РФ. Первый месяц осени началось долгожданное наступление в СУ. Украинские военные освободили почти всю оккупированную часть Харьковской области, среди которой города Балаклея, Изюм и Купинск. Подсчитав своих солдат, страна-агрессор поняла, что куда-то делись 55 тысяч орков, и Путин объявил частичную мобилизацию. Также в этом месяце фиксировалось продвижение оккупантов в сторону Бахмута и Солидара. Именно здесь начались одни из самых ожесточенных боев в этой войне. Октябрь 2022. Падение Крымского моста и первые блэкауты. Из радостного в октябре освобождение Лимана и части Береславского района Херсонщины. Еще больше счастья прибавилось утром 8 октября, когда от взрыва пал Керченский мост, который Россия незаконно построила после оккупации Крым. Позже в Украине начинаются блэкауты. Агрессор активно реализует свой план по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины, и по состоянию на октябрь было повреждено до 40% энергосистемы страны. Теперь оккупанты используют не только ракеты, но и дроны камикадзе. Ноябрь 2022. Освобождение правобережья Херсонской области, в том числе города Херсон. 11 ноября наконец-то звучит долгожданное известие: освобождена часть Херсонщины на правом берегу Днепра. Жители встречают солдат, плачут и радуются, а с ними и вся Украина. К тому времени в СУ смогли освободить уже половину захваченных с 24 февраля территории, что составляет почти 78 тысяч квадратных километров. Декабрь 2022. РФ усиливает ракетные атаки, а Зеленский впервые с начала войны осуществляет визит за границу. В декабре на востоке, особенно в окрестностях Бахмута, продолжаются ожесточенные бои. Россия совершает массированные ракетные обстрелы по всей Украине. К примеру, за один раз выпускает 76 ракет, 60 из которых сбивает противовоздушная оборона Украины. В декабре президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения покидает пределы Украины для поездки в США и встречи с американским лидером Джо Байденом. Также в Украине вводят в действие решение СНБО по религиозным организациям с центрами влияния в России, речь идет о структурах Московского патриархата. Силовики проводят многочисленные обыски, в рамках которых находят доказательства сотрудничества некоторых представителей Московского патриархата со спецслужбами РФ. Январь 2023. Мощная атака дронов на Новый год и долгожданные танки для Украины. Новый год в Украине начался с воздушной тревоги и атаки дронов камикадзе по разным городам страны, в том числе Киеву. После курантов и до самого утра воздушные силы сбили около 45 дронов. Спустя 2 недели Британия объявляет о решении передать Украине свои танки Челленджер-2. Лондон становится первым из союзников, кто решается на поставки тяжелых танков Киеву. Вслед за Британией о поставках танков объявляет США, Польша, Германия и другие. Среди союзников формируется танковая коалиция, в которую входит ряд европейских стран. В то же время на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, враг начал активное наступление на Солидар, Бахмут, Кременную и Сватово. Февраль 2023. Масштабный обмен пленными и секретный визит Байдена в Киев. В феврале обменяли и вернули домой 100 украинских военнослужащих. Также накануне годовщины войны американский президент Джо Байден осуществляет сверхсекретный визит в Киев, которым еще раз демонстрирует беспрецедентную поддержку Украины. Во время визита лидер США объявляет о новом пакете военной помощи в размере $450 миллионов. Кроме того, президент Украины анонсирует внесение резолюции в поддержку мира в Украине на рассмотрение Генассамблеи ООН. Это был путь длиной в год, от отчаяния и растерянности до гордости и бескомпромиссной веры в победу Украины. 12 месяцев слез, потерь и надежды. 365 дней сопротивления и борьбы. Украину поддерживает весь мир, на ее стороне политические лидеры и лидеры мнения. Мы не знаем, когда закончится война, но уверены, что правда за Украиной.